Всем мира, друзья, с вами Татары сквозь время и Ринат Хабибуллин, а сегодня поговорим о Шихабуддине Марджани. Алга. Шихабуддин бин Багаудин аль-Марджани происходил из древней и уважаемой семьи мусульманских священнослужителей, родословная которая уходила далеко вглубь столетий. Предки будущего имама жили в деревнях Камургузя и Марджан, что в Заказании. Отсюда и Тахалус аль-Марджани, то есть выходец из аула Марджан. Однако родился он 16 января по новому стилю 1818 года в деревне Ябынче Казанского уезда, ныне Отнинский район Республики Татарстан, в семье указного муллы. Его отец, окончивший в свое время бухарское медресе Турсуния в 1814-21 годах, служил здесь приходским муллой. В 1821 году он переехал в деревню Ташкищу, того же уезда, где стал исполнять обязанности имам-хатыба в мечети и преподавать в медресе. В стенах этого учебного заведения под началом своего отца Шихабуддин Марджани получил начальное богословское образование и некоторое время помогал в обучении младших шакиртов. Уже в этот период он пытался выработать собственный метод преподавания и даже написал на его основе специальный учебник. Однако полностью раскрыть свои педагогические таланты в сельском медресе ему так и не удалось. Юноша, показавший удивительные способности и горячее желание постичь духовные богатства ислама, отправился на учебу в прославленные среднеазиатские центры мусульманского просвещения, города Бухару и Самарканд. В течение 10 лет с 1838 по 1949 Марджани учился в медресе Кукильташ, Мир-Араб в Бухаре и Шердан в Самарканде. Проведя годы за кропотливым и вдумчивым изучением мусульманской богословской литературы, Шихабуддин Марджани стал убежденным сторонником идей своего прославленного земляка, религиозного реформатора Габдельнасыра Курсави и сам начал писать смелые, во многом новаторские комментарии по актуальным вопросам исламской философии и правоведения. Таким образом, вернувшись зимой 1849 года с попутным торговым караваном из Бухары в Казань, Шихабуддин Марджани был встречен на родине с почетом и уважением, как человек необычной учености и знаний. Он с честью выдержал своеобразный экзамен у знаменитых религиозных авторитетов Казани и в 1850 году был приглашен самым богатым и влиятельным купцом старотатарской слободы Ибрагимом Юнусовым на престижную должность имам-хатыба и муддарриса Первой соборной мечети. С этого момента жизнь священнослужителя превратилась не только в череду выдающихся свершений, но и в постоянную, изнуряющую борьбу за личное достоинство, за право свободно мыслить, учить и проповедовать. Он сумел учредить в приходе крупное и авторитетное медресе, куда съезжались за знаниями татарские юноши со всех концов России. В своем медресе Шихабуддин Марджани вел занятия, основываясь на принципах собственной педагогической концепции. Одной из главных задач считал развитие у своих учеников способности мыслить самостоятельно. Он выступал за введение в программу мектебов изучения естественных наук, русского языка. Целое поколение джадидистов конца 19-го, начала 20 века почитало Шихабуддина Марджани как великого ученого. Среди учеников Хазрата и его ближайших сподвижников и единомышленников был видный востоковед, преподаватель Санкт-Петербургского университета Хусаин Фаисханов. Шихабуддин Марджани вплоть до самой своей кончины считался единственным блестящим знатоком Корана в Казани. Поэтому с 1860 года по поручению Духовного собрания наблюдал за точностью текста казанских изданий священной книги. В 1867 году Марджани был удостоен почетных званий Ахуна и Мухтасиба. В его доме на Захарьевской улице, ныне улица Каюма Насыри, 10, частыми гостями были известный тюрколог Радлов, член-корреспондент Академии наук Готвальд, профессор Катанов и другие. В 1876 году по пути в Западную Сибирь здесь побывал даже автор книги «Жизнь животных» немецкий ученый Брем. И это не случайно. Духовный наставник, старейший в городе мечети, был горячим поборником истины, сторонником и идеологом обновления во всех сферах жизни татарского народа. В своих произведениях он призывал к очищению веры от вековых предрассудков и заблуждений, к
к возвращению к чистым и благородным традициям мусульманской общины времен пророка. Он горячо отстаивал право каждого грамотного и мыслящего мусульманина самостоятельно искать в Коране и Сунне ответы на самые важные вопросы человеческого бытия. Вместе с тем, реформатор считал возможным и даже необходимым обучение мусульман русскому языку и светским наукам. Эти смелые идеи были подхвачены молодым поколением татарской буржуазии и духовенства, которое в конце 19-го, начало 20 века провело широкие социальные преобразования под лозунгами обновления и модернизации. Шихабуддин Маржани не только стоял у истоков коренной реформы мусульманского образования, но и первым осуществил попытку создания татарской национальной исторической науки. Хадиат Ласи, говоря о реформаторских взглядах Шихабуддина Марджани, сравнил его с христианским религиозным реформатором Мартином Лютером. Шихабуддин Марджани написал несколько трактатов, в том числе комментарий к предисловию трактата по логике Аш-Шамсия автора Аль-Катиби, который не был опубликован. Также по логике и принципам правоведения, образцовый метод и наилучшие убеждения 1890 года, критическую работу о методах обучения естественным наукам в Бухаре, которая называлась «Уведомление сынов эпохи о положении жителей Мавераннахра». Рукопись, кстати, также не сохранилась. Шихабуддин Марджани занимался также сбором и переписью других исторических рукописей и документов, часть которых позднее вошла в его труды. Вероятно, под влиянием взглядов своего самаркандского учителя Казы Абу Саида у Шихабуддина Марджани зародились идеи религиозного реформаторства. Марджани издал фетву, разрешающую татарам отдавать своих дочерей замуж за иранских шиитов, подчеркнув, что шииты также являются мусульманами. Казанские мусульмане их таковыми не признавали. Он утверждал, что некоторые положения мусульманского права, фикха, нуждаются в пересмотре. В 1870 году Марджани опубликовал полемический трактат «Взгляд на истину» о необходимости вечерней молитвы, независимо от наступления сумерек, который вызвал большой резонанс и принес известность автору на мусульманском Востоке. По мнению Шихабуддина Марджани, изменение продолжительности дня и ночи в северных широтах не могут отменить предписание ислама о 5 обязательных молитвах в сутки. Он аргументировал свой тезис, ссылаясь на Коран, хадисы, фикх и практику наиболее уважаемых мусульманских улямов, то есть ученых. Марджани, как и Курсави, придерживался идеи открытия врат иджтихада для каждого мусульманина и обновления ислама. Он считал, что таклид, следование традициям, предполагает следование лишь Корану, Сунне и иджтихаду великих богословов. Шихабуддин Марджани призывал к очищению ислама от новшеств, поздних нововведений, возврату к Корану, Сунне и практике праведных предшественников, салифов. Вследствие своего реформаторства Марджани подвергся осуждению, нападкам в доносах и анонимных публикациях, на что отвечал новыми публикациями и собственными книгами. Шихабуддин Марджани выступал против спекулятивного богословия каляма, указывал на неправомерное использование богословами некоторых философских понятий, отстаивая строгое разделение между религиозными догмами и философией. Шихабуддин Марджани оставил глубокий след и в исторической науке. Одно из первых его сочинений, «Горстка знаний о познании хаканов» 1864 года, посвящено истории тюркских народов Средней Азии X-XII веков. Он подготовил 6-томный свод жизнеописаний выдающихся мусульманских деятелей, достаточный о предках и приветствии потомков в рукописи. К этому труду Шихабуддин Марджани написал в 1883 году введение книги, достаточной о предках и приветствии потомках, содержащие биографию пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, историю раннего ислама, обзор мусульманской богословской науки. В нем, подражая арабскому историку Ибн Хальдуну, Шихабуддин Марджани приводит классификацию наук, разделив их на традиционные и умопостигаемые. Во втором томе этого сочинения Шихабуддин Марджани осветил историю проникновения ислама в Поволжский регион, деятельность наиболее видных мусульман, внесших большой вклад в исламскую культуру в крае. В шестом томе, охватившем период со второй половины 17 века до третьей четверти 19 века,
Просветитель раскрыл историю мусульман Поволжья в составе российского государства. Особое внимание уделялось мусульманским интеллектуалам, сыгравшим значительную роль в формировании духовного облика татарского народа. А при оценке деятельности различных политических фигур, таких как Петр I, Наполеон и других, ученый исходил из их отношения к исламу и к его распространению. Другое историческое сочинение Шахабуддина Марджани «Полезные сведения о Казани и Болгаре» содержит историко-биографические сведения о многих династиях и личностях, извлеченные из арабских, персидских и тюркских источников, данные эпиграфики и нумизматики, устные сообщения, народные предания. В нем впервые была предпринята попытка создания труда по истории татарского народа. Обосновывая правомерность этнонима «татары», Шахабуддин Марджани утверждал историческую преемственность волжских булгар через веяние Казанского ханства и Золотой Орды и приволжских, приуральских татар его времени. В этом труде ученый призывал гордиться этнонимом татары, за которым была древняя и богатая история. В 1877 на 4-м археологическом съезде первым из татарских ученых выступил с докладом по истории Болгара и Казани, опубликованным в 1877 под названием «Завеса времени, покрывающая историю Болгара и Казани». Личная жизнь выдающегося имама была полна трагических коллизий. Добившись огромного общественного успеха и признания, он, тем не менее, до самой своей кончины вынужден был оплакивать горечь безвременных утрат. Он пережил 3 своих жен и проводил в последний путь 7 детей от второго брака с Бибией Нагимой, Хусаиновой Апанаевой. Тяжелейшим ударом для Шахабуддина Хазрата стала смерть в 1885 году сына Махмуда, которого он считал своим преемником, талантливым и перспективным богословом, историком. Марджани выдерживал удары судьбы с достоинством истинного мусульманина. Этому способствовали суровый волевой характер, выдержанность и мудрость имама, чья личность в глазах современников быстро приобретала романтические черты. Видный татарский общественный и религиозный деятель Реза Фахриддин так описывал своего учителя. Марджани Хазрат был высоким человеком с красивым лицом, украшенным длинной, не очень густой бородой и широким лбом. Он был прекрасным и гордым, чрезвычайно проницательным и терпеливым, немногословным мыслителем. Шахабуддин Марджани умер в 1889 году и был похоронен на кладбище Новотатарской Слободы. Магнетизм личности этого национального героя, которого Габдулла Тукай назвал поборником свободомыслия, знания и прогресса, воздействие его на выдающееся наследие сегодня все так же сильны и удивительно современны. Они по-прежнему остаются немеркнущим маяком для всего татарского мира. Друзья, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях, понравился ли вам выпуск и на какие темы вы хотели бы увидеть новые выпуски «Татары сквозь время». С вами был Ринат Хабибуллин. Ассаламу алейкум, саввалас, и до новых встреч, пока.